основным вопросом повестки дня о задачах коммунистов города Якутска по выполнению решений второго пленума Якутского райкома КПРФ, о задачах коммунистов республики по выполнению решений 18-го съезда КПРФ. Сегодня из 31 члена городского комитета партии в зале и в режиме зума присутствует 17 человек. Кворум имеется для ведения работы. В рабочий президиум предлагаются Виктор Николаевич Губарев, первый секретарь Якутского райкома КПРФ, первый секретарь горкома Шарипов, Романов Иннокентий Иванович, второй секретарь горкома КПРФ. Значит, на этом ограничится. Секретариат Волков Айсен Айсенович и Петрова Анастасия Илларионовна, секретариат. Счетная комиссия, права счетной комиссии, есть предложение поручить рабочему президиуму. Кто за данное решение, прошу голосовать. Спасибо. Против, воздержались, единогласно. Президиум занял свое рабочее место. Анастасия Илларионовна, пожалуйста, приглашаем вас сюда за стол. Айсен Айсенович, бумагу, ручку, пожалуйста, предоставьте. Товарищи, в повестке дня у нас с вами, как я уже сказал, один вопрос, да? Это о задачах по выполнению решений 18-го съезда КПРФ. Основному докладчику есть предложение уложиться, вообще доклад на 30 минут, вот. Но как у нас традиционно бывает, в изложении на 20 минут. Поэтому, если нет возражений, то утверждаем регламент по основному докладу. По остальным вопросам, так, в прениях у нас до 3 минут. Понятно, что документы на пленуме распространяют только от имени президиума. Во время работы пленума участвуют в прениях, обсуждают только члены горкома, кандидаты в члены горкома, члены контрольно-ревизионной комиссии. Предложения для выступления в прениях, заявления, вопросы, замечания, предложения вносятся в секретариат в письменном виде и оглашаются по решению президиума. Поправки к проекту постановления сдаются в президиум в письменном виде. И, конечно, устно тоже мы будем здесь фиксировать. Секретариат работает. Так, повторные выступления не допускаются. Утверждаем такой регламент, товарищи. Кто за данное решение, прошу. Выступление? Прения? Да. Есть предложение в прениях выступления не 3 минуты, а до 5 минут. Согласимся? Хорошо. Кто за то, чтобы утвердить данный регламент работы, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против? Воздержались единогласно. Перед тем, как начать работу пленума, у нас, как вы знаете, традиционно мы вручаем награды нашим юбилярам и тем, кто отличился. Поэтому я к этой почетной миссии прошу присоединиться Виктора Николаевича Губарева, и мы сейчас вручим данные награды. Видел. Да, прежде всего, у нас исполнилось 80 лет. Наши наиболее активные коммунистки, руководители городского совета «Дети войны», Зинаида Дмитриевна Винокуровой. И в связи с этим есть награда от партии, есть награда от ресурсного центра «Победа». Я прошу вручить награды, пожалуйста. Давайте поаплодируем. Да, у нас, Павел Сергеевич, уважаемые друзья, сегодня вообще замечательное событие. Мы отделение немножко раньше было, но как и принято, в боевом строю Зинаида Дмитриевна встречала
свой юбилей. И мы сейчас сегодня выполняем, значит, поручение Центрального комитета партии. Она награждена орденом за заслуги перед партией. Решите вручить этот орден и удостоверение. И еще, дорогие товарищи, по просьбе, значит, оргкомитета, вообще, Елена Дмитриевна, вы знаете все прекрасно, очень серьезно подходит к вопросу борьбы за права детей войны на всех инстанциях. Очень много книг выпущено, памяти, и в том числе республиканского масштаба, городского и районных масштабов при непосредственном участии Елены Дмитриевны Винокуровой. Сколько сил потрачено, чтобы выбить эти гранты на выпуск этих книг. Сколько сегодня публикаций в газетах, в том числе республиканского масштаба и нашей партийной прессе, в защиту законных интересов и прав детей войны, в защиту закона и социальных благ этих детей войны. И сегодня хотелось бы по поручению Российского организационного комитета «Победа» вручить вот эту федеральную благодарность с таким вот знаком большим, серьезным. То есть наша Зинаида отмечена на самом высоком уровне. Вот такой вот знак бронзовый, посвященный 75-летию Победы. Под ваши бурные аплодисменты. Ну, а я еще два слова добавлю. Хорошим подарком поздравления будет наша активная партийная работа совместно с общественной организацией как городской и республиканской «Дети войны». У нас, если мы еще прибавим партийную энергию, чтобы оно разрасталось и активизировалось, все еще результаты будут лучше. Спасибо вам, Елена Дмитриевна, за неустанную просто координацию. Давайте это бежим. Давайте Сегодня получаю награду Центрального комитета нашей партии. И при подведении итогов 75-й годовщины в нашей республике на конференции научно-практической по подведению итогов мы участвовали по Zoom. Вот когда мы зачитали указ о моем награждении, товарищи, это награда под подписью президента Путина. Но не бойтесь, я не продамся. Я думаю, что поскольку он президент нашей страны, и награда идет от Фонда Победы, я думаю, они наградили меня как руководителя, как председателя Ужасского совета детей войны. Я с вами остаюсь и будем бороться за нашу победу. Это народная награда. Он как президент подписывает, а так это народ награждает. Спасибо большое. Также по поручению, значит, городской думы разрешите вручить высшую награду Якутской городской думы, почетная грамота городской думы со знаком нагрудный, знак признания заслуг одному из наших секретарей, активнейшему коммунисту города Якутска Георгию Ивановичу Рожину. Пожалуйста, подайте бурные аплодисменты. Успехов, здоровья, благодарю вас за активную работу. Также у нас традиционно, товарищи,
мы стараемся на каждом нашем партийном форуме вручать удостоверения и партийные билеты. Сегодня у нас в зале присутствуют наши сторонники, которые в процессе нашей с вами совместной деятельности, борьбы, изъявили желание стать ее активными участниками, сторонниками официально. Я хочу сказать, что это первая стадия на пути к тому, чтобы стать коммунистом. Поэтому сегодня разрешите под ваши также бурные аплодисменты, давайте не стесняться поддерживать наших товарищей, вручим удостоверение за номером 39 товарищу Корнилову Константину Ильичу. Ну, а главная задача сегодня в докладе это прозвучит. У нас идем на выборы в Государственную Думу. Лозунга два самых главных. Это за сильную, справедливую, социалистическую Родину, за СССР. И второй лозунг – вернем власть народа. Это совершенно правильно. Сегодня народ поддерживает этот призыв. И третье, что нужно нам сделать, победу не одержать без опоры и создания Народно-патриотического фронта. Вот выступает Народно-патриотический фронт. И поздравляю вас. Такое же удостоверение разрешите вручить за номером 40 Марсанову Руслану Витальевичу. Поздравляю. Тоже вы вступаете в Народно-патриотический фронт. Все, вместе вперед. Ну, еще двое товарищей у нас, видимо, задерживаются, подойдут, по ходу мы им вручим. Все, спасибо, Виктор Николаевич, спасибо, товарищи, переходим к работе. Да, дорогие товарищи, продолжаем работу пленума. Слово предоставляется первому секретарю Якутского горкома КПРФ Шарипову Дмитрию Владимировичу. С докладом по основному вопросу. Так, уважаемые товарищи, за первое полугодие 2021 года большим политическим событием в жизни страны и коммунистов столицы стало проведение на высоком организационном и идейном уровне 18-го съезда КПРФ, на котором наше региональное отделение представлял делегат Губарев Виктор Николаевич, первый секретарь Якутского райкома КПРФ, член ЦК КПРФ, Бухолов Краснослав Григорьевич, член бюро Нюрбинского райкома партии, глава муниципального образования Чапандинский наслед Нюрбинского района. Съезд поставил конкретные задачи. Перед всеми партийными организациями возложил персональную ответственность на каждого коммуниста в отдельности за сбережение великих идей коммунизма, ценностей товарищества и коллективизма, высокой духовности и исторической преемственности, за спасение традиций русской школы и уникального наследия советской эпохи. Так звучит в докладе съезда. В свете новых требований мы сегодня можем смело утверждать, что Якутская городская партийная организация имеет твердый, проверенный и в конкретных делах костяк из числа инициативных, достойных коммунистов. Позвольте привести несколько примеров. Секретарь партийного отделения номер 10 Андреева Наталья Никитична, бессменно возглавляющая партийное отделение в Центральном округе города Якутска, имеет сильный, боевитый состав 12 коммунистов. В этой партии ячейки подавляющее число коммунистов исправно платят партийные взносы и систематически оформляют подписку на партийную печать, а также принимают активное участие в проводимых горкомом мероприятиях. Секретарь ветеранской партийной ячейки номер 1 Винокурова Зинаида Дмитриевна, председатель Якутского городского совета «Дети войны», ведет непримиримую борьбу за права детей войны. И издано множество книг, памяти и еще больше ярких публикаций о проблемах и задачах детей войны публикуются в это непростое время в ведущих печатных изданиях республики.
В партии ячейки вопросы уплаты взносов и подписки никогда остро не стояли. Это одна из передовых организаций столицы, не побоюсь этого слова, Республики Саха-Якутия. Секретари партийных отделений номер 16 Губинского округа Августина Николаевна Исакова, номер 27 Сайсарского округа Виктор Алексеевич Сальва, номер 8 поселка Жатай Бугаенко Игорь Сергеевич, номер 12 ветеранская Романов Иннокентий Иванович, номер 14 ветеранская Кокшарская Галина Владимировна, номер 35 Маганская Кожуров Степан Егорович, номер 40 автодорожная Рожин Георгий Иванович, показывают лучшие результаты в своей партийной работе. В этих партийных отделениях вопросы подписки и уплаты взносов стоят на особом контроле. Коммунисты данных партотделений в большинстве своем принимают активное участие в проводимой партией работе. Наши ветеранские партии-ячейки, вы их всех прекрасно знаете. Те, кто сохранили в партию в 90-х, укрепили в 2000-х, сегодня с нами в строю. Это наше золото, которое не дает нам, молодым, свернуть с правильного пути. Мы равняемся на вас, уважаемые ветераны партии. Честь вам и слава! Мы с вами в начале этого года приняли решение, и теперь у нас практически во всех административных единицах столицы есть партийные организации. Нет ни одного коммуниста в Магане, Табаге, Кангаласах, но за ними закреплены парторганизаторы. И вскоре, я уверен, там появятся свои первичные организации. Это задача горкома партии на предстоящий период. 18-й съезд партии, следуя заветам основоположников партии нового типа, исключительное значение придал вопросу роста и чистоты рядов КПРФ. В рядах партии состоит 162 тысячи коммунистов. КПРФ насчитывает 13 945 первичных и 2384 местных отделений по стране. За отчетный период, предшествующий съезду, в партию вступили 64 тысячи новых коммунистов. В республике состоит 2230 коммунистов в 98 первичных и 29 местных отделениях КПРФ. В городе Якутске состоит на учете 285 коммунистов и 22 территориальных первичных партийных отделениях и 13 ветеранских. Численность рядов КПРФ по стране и республике растет. Вы спросите, почему в городе стало коммунистов меньше, чем в начале года? Отвечаю. В течение первого полугодия в городском отделении произведена ревизия партий. Выявлены мертвые души. Люди, принятые в партию ранее, но отдаленно представляющие себе, что такое партийная дисциплина и идейность. Как говорил классик, лучше меньше да лучше. Горком партии взял курс не на количественное, а на качественное превосходство. Как сказал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, существенное изменение кадрового состава партии не должно приводить к размыванию идейно-политических основ КПРФ, не может терпеть в своих рядах тех, кто чужд ей и по способу мышления и образу жизни. Одной из главных задач укрепления авторитета партии, усиления ее влияния на массы является привлечение в свои ряды сторонников. В докладе лидера якутских коммунистов Губарева Виктора Николаевича на 2 июньском пленуме Рискома КПРФ было озвучено, что в партию должны приниматься проверенные люди. Такая же мысль, как уже известно, прозвучала и на последнем съезде партии. Именно поэтому в городском комитете КПРФ всем желающим вступить в КПРФ прежде всего предстоит пройти школу сторонников партии. На сегодняшний день удостоверения сторонников КПРФ вручены 43 товарищам, которых наше партийное отделение готовит к вступлению через проверку на прочность в совместных делах. Вот вам и ответ. Если бы мы приняли всех этих желающих скопом, то численность нашего местного отделения сразу выросла бы до 330 человек. Многие из них проявили себя с лучшей стороны на досрочных выборах главы города Якутска. Вскоре мы, конечно, примем этих товарищей в наши стройные ряды. Я попрошу, пожалуйста, тишину. Светлана Васильевна, вы, если хотите поговорить, вы можете выйти в коридор. Товарищи, время настало. Настало время действовать в открытую. Для этого мы должны использовать все рычаги воздействия на настроение граждан. В этом вопросе, я уверен, и вы меня поддержите, немалую роль сыграет реализация партийного проекта «Красный патруль», который городской комитет партии начал реализовывать в 3-м квартале текущего года. Позвольте привести несколько примеров из работы данного проекта. В производстве прокуратуры находятся материалы по 12 депутатским запросам. Сейчас идет прокурорская проверка ПАО «Якутэнерго» по факту принуждения сотрудников данного предприятия к вакцинации путем издания противоправного приказа исполняющего обязанности гендиректора Шкурко.
под негласной угрозой увольнения. Недавно закончена проверка якутской ТИК по фактам принуждения к вакцинации отдельными председателями УИК наших и других членов комиссии с правом решающего голоса. Много вопросов по городскому хозяйству. Благодаря этому проекту наше партийное отделение находит все больше и больше реальных сторонников. Я убежден, что только через конкретные практические дела, адресные дела, люди, которые уже не верят никому, пойдут именно за нами. Я это ощущаю на своей шкуре. Наши люди измученные, но очень стойкие и благодарные. Они поддержат нас, когда на себя ощутят нашу поддержку в решении их, в том числе и житейских, коммунальных, социальных, жилищных и многих других вопросов. Освещением этой полезной деятельности занимаются коммунисты с большой буквы. Махначевская Галина Георгиевна, главный редактор газеты «Коммунист», администратор нашего партийного сайта, Сидоров Михаил Иванович, наш активный пропагандист в сети WhatsApp, лидер якутских комсомольцев Макаров Вячеслав и многие другие, кто освоил мир социальных сетей и продолжает его осваивать. Однако для поднятия на более высокий уровень всей организационной идеологической работы, укрепления авторитета столичной партийной организации среди населения необходим в том числе анализ упущенных возможностей, недоработок в деятельности партийных организаций. Прежде всего нужно самому секретарю первичного партийного отделения подойти к данному вопросу с равной долей самокритики. Наравне с организационным укреплением партии возрастающую роль играет и повышение идеологической работы. Партия на всех уровнях ведет непримиримый бой с антисоветизмом и русофобией, о чем отмечено в докладе Геннадия Андреевича Зюганова. Отмеченный в 2020 году на высоком уровне столетие Великой Октябрьской социалистической революции, 200-летие со дня рождения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, 150-летие со дня рождения Ленина, 75-летие победы советского народа над фашистской Германией и японским милитаризмом. В 2021 году мы отметили столетие комсомола Якутии и 60-летие со дня первого полета в космос человека Земли Юрия Гагарина. Как никогда массово и ярко прошли мероприятия в честь 99-й годовщины со дня образования ЯССР, 76-я годовщина Великой Победы. Разворачивается кампания по грядущему празднованию столетия ЯССР. Важно использовать эти знаковые эпохальные даты для популяризации идей социальной справедливости, народовластия и дружбы народов. КПРФ нарастила информационно-пропагандистский арсенал. На передовой идейной борьбы находится редакция газеты «Коммунист». Ощутимую помощь оказывает газета «Туймада», депутат-коммунист Яковлев. Важнейшей частью информационной вертикали КПРФ стал телеканал «Красная линия», который сегодня мы с вами все можем по кабельному смотреть дома. Растет роль социальных сетей в продвижении идей партии. Большую работу проводит администрация сайта КПРФ. Материалы партийных СМИ активно используются в пропаганде, в партийной учебе, на местах и в школе молодого коммуниста при горкоме партии. Формируя широкий левопатриотический народный фронт и разворачивая массовое движение за сильную, справедливую, социалистическую родину, за СССР, как сказано в докладе Губарева Виктора Николаевича, КПРФ рассчитывает, что особую роль здесь сыграют общественные объединения, дети войны и комсомол, Левый фронт и Женский союз Надежды России, Русский лад и Руслан и многие другие. Поставленная задача может быть в полной мере реализована в том случае, если в первую очередь сами коммунисты будут обладать оперативной, правдивой информацией. В нашем конкретном случае Центральный комитет и Риском партии представляют нам через партийную печать, интернет-сайты и социальные сети объективную, правдивую, свежую информацию. Нам остается только подписаться, распространить нашу печать, распространить материалы по социальным сетям и мессенджерам. Давайте все вместе рассмотрим, каково положение в этом плане. На первом полугодии 2021 года была оформлена подписка на газеты «Коммунист» 306 экземпляров. При численности на начало года 315 коммунистов. На второе полугодие «Коммунист» подписали 286 экземпляров, при численности 285 человек. Понимая актуальность данной проблемы, за свои личные деньги подписку на партийную печать в первом и втором полугодии 2021 года для населения организовали коммунисты Лыхина Альбина Михайловна, 14-е ветеранское партийное отделение, Романов Иннокентий Иванович, 12-е ветеранское партийное отделение, Васильев Аян Ильич,
5-е отделение Октябрьского округа, Андросова Надежда Афанасьевна, партийное отделение 3-го, номер 3 Гагаринского округа. Сторонник Васильев Радий Вениаминович, директор личного порта, помог выписать порядка 20 экземпляров. Такую же благородную работу проводят члены бюро горкома партии. Бугаенко Игорь Сергеевич, Степанов Вячеслав Владимирович, Михайлов Савва Анатольевич, Петров Петр Фомич, Петрова Анастасия Ларионовна, председатель контрольной комиссии города Исаак Августина Николаевна, которые уже второй раз подряд подписывают социальные объекты столицы. Отдельная благодарность за проявление высокой ответственности в деле организации подписки коммунистам-лидерам общественных организаций, союзников КПРФ, Винокуровой Зинаиде Дмитриевне, председателю городского совета «Дети войны», и Макарову Вячеславу Сергеевичу, первому секретарю комсомола Якутии, которые сумели мобилизовать резервы среди своего актива. Надо честно признать, что немногие коммунисты столицы своевременно подписываются на родную партийную печать. С этим секретарям партийных отделений предстоит разобраться и навести в этом вопросе порядок. Результаты подписной кампании на газету «Коммунист» удалось вернуть на уровне 7-летней давности, когда подписка на газету «Коммунист» по городу сопоставлялась с численностью партийного отделения. Но нас это не успокаивает, а дает заряд энергии на работу по удвоению числа подписчиков на первое полугодие 2022 года. К слову, наша газета «Коммунист» не теряет своей остроты сегодня, благодаря таланту и усилиям Махначевской Галины Георгиевны, но в памяти читателей свежи воспоминания о жгучих статьях Эдгара Дмитриевича Избекова, Леонида Прокопьевича Диодорова и многих других. Членам горкома и секретарям партийных отделений следовало бы больше писать актуальных и злободневных статей на волнующие жителей столицы темы. Не секрет, даже некоторые секретари партийных отделений сами не выписывают партийную печать. К нашему стыду из 31 действующего члена горкома до сих пор 11 уважаемых товарищей не подписались на нашу партийную печать. Исходя из вышеизложенного, для избранных секретарей территориальных партийных отделений, которых мы создали с начала этого года, из первостепенных задач должен стать вопрос подписки на партийную печать. Всем известен лозунг «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Мы не должны забывать, что в современных условиях навязанной информационной войны мы не можем противопоставить только силу нашей партийной печати. Веяние времени – это социальные сети, мессенджеры, YouTube-каналы. Не оседлаем их в ближайшие 2 года, значит добровольно сдадим гидросам поле битвы. Чего мы допустить не имеем морального права. Уже сегодня во многих региональных отделениях КПРФ существуют свои информационные центры, собственные студии видеозаписи, раскручиваются YouTube-каналы. Это огромное поле для распространения собственных партийных материалов, идей, проектов. И в нашем отделении сегодня есть начало этого пути. Сегодня под руководством нашего лидера реализуется данный проект. Вячеслав Макаров, который сегодня активно занимается раскруткой социальных сетей, YouTube-каналов, сегодня имеет ощутимые результаты. Серьезным испытанием на пути к выборам в Государственную Думу стали досрочные выборы мэра города Якутска, на которых наше отделение выдвинуло секретаря горкома партии Михайлова Савва Анатольевича. Много новых форм и методов было апробировано в этой кампании. Был увеличен результат по сравнению с последними выборами, где Компартия выдвинула своего кандидата в градоначальники Радия Вениаминовича Васильева. Итоги выборов подведены на бюро горкома партии и стали предметом разговора на дне секретаря, где были поставлены задачи, не дожидаясь объявления официальной даты выборов в городскую думу, заранее подготовить достойных коммунистов и сторонников для выдвижения кандидатами в депутатский корпус столицы, в том числе совместно с Рискомом определить будущих кандидатов в Илтумен, избираемых по городу Якутску. 18-й съезд КПРФ обязал рассматривать участие КПРФ на муниципальных выборах и выборах в Государственную Думу 8-го созыва как этап борьбы партии за достижение задач изменения политического и социально-экономического курса развития страны. От Республики Саха-Якутия съездом партии утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, избираемые по партийному списку. Как вам всем известно, ими стали Виктор Николаевич Губарев, Михайлов Савва Анатольевич, которые идут по партийному, и по одномандатному избирательному округу номер 24 Амосов Петр Иванович. На досрочных выборах народного депутата Республики Саха-Якутия по университетскому избирательному округу номер 3 выдвинут член бюро горкома партии Бугаенко Игорь Сергеевич. Решением бюро горкома партии в Якутском городском местном отделении КПРФ образован городской избирательный штаб во главе с первым секретарем горкома.
принят план конкретных мероприятий, направленных на развернутую агитацию программных документов кандидатов в депутаты от КПРФ. Центральный комитет и Реском КПРФ наряду с парламентской формой работы большое внимание уделяют организации протестной борьбы, как одной из эффективных форм работы в современных условиях. Как уже было выше сказано, протестную работу мы тесно увязываем с реализацией проекта «Красный патруль». Уважаемые товарищи, может ли исправить указанные недостатки в общем нашей работе? Я думаю, что можем. Залогом к тому мы считаем, что наш состав, который мы избрали в начале года, и те секретари, которых вот мы новых избираем, организуют и поставят работу на высокий уровень. Мы забудем, наконец, о таких вопросах, как подписка и уплата взносов, потому что они должны стать у нас по умолчанию выполнимыми. Хотим или нет, нас ждет большое событие всероссийского масштаба, как уже было сказано, это выборы, назначены на 19 сентября, выборы депутатов Госдумы. Для достижения реальных результатов в этих важнейших политических событиях, как никогда от нас требуется мобилизация всех сил, привлечение как можно большего числа сторонников, а нам самим нужна не на словах, а на деле сплоченность, взаимопонимание, поддержка друг друга и, самое главное, крепость духа и партийное товарищество. Мы надеемся, что вы все сегодня это всецело поддержите. Так будем достойны вызову времени, политической ситуации и оправдаем надежды обездоленных людей, чьи судьбы исковерканы олигархатом и коррумпированы властью всех мастей. Наш девиз – это Россия, труд, народовластие, социализм. Наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. Уважаемые товарищи, пожалуйста, вопросы по докладу есть? Нету? Спасибо. Выступающие есть? Пожалуйста, до 5 минут. Не стесняйтесь, товарищ. Виктор Алексеевич, Два слова только. Я вы затронули вопросы предстоящие выборы. Вас смотрит камера, люди. Пройдите сюда, пожалуйста. Запись идет, Алексеевич. История. Я с таким предложением. При подготовке к избирательной кампании внести прямо проект о том, чтобы все секретари плотно поработали с своими партийными организациями по финансовому вопросу, то есть по уплате членских взносов. Как мы все понимаем, без финансов, если они поют романсы, тоже будет очень сложно. Вопрос очень серьезный. Финансово выборы, вообще основная масса выборов выигрывают. Вообще-то мы знаем денежные мешки. А мы тут хоть с маленькими это пытаемся. Поэтому это прошу взять на учет. У меня тоже есть недостатки, как говорится, некоторые товарищи как-то халатно к этому относятся. С начала года один товарищ даже не заплатил. Буду с ним лично встречаться и разговаривать. Вплоть до того, что ближайшее партийное собрание, потому что это вообще-то в любом случае в течение года не платить, это является грубейшим нарушением устава. Вот такое предложение. Спасибо, Виктор Алексеевич. Мы учтем. Пожалуйста, кто еще желает выступить, пожалуйста. Пожалуйста, Федор Фомич, пожалуйста. 5 минут. Так. Вся наша деятельность, конечно, партийная, личная жизнь у каждого. Все связано с финансовыми вопросами, конечно. Мы на одних каких-то взносах, там каких-то еще прочих влияний рассчитывать не можем. И на прошлом заседании, по-моему, из уст Дмитрия Боевича я услышал, я, правда, на ответах. У меня телефон иногда барахлит, там то связь появляется, не появляется. Ну, где-то что-то я уловил там. Это то ли так, то ли серьезно, я не могу сказать. Ну, нам надо подкрепляться. Финансы наши вот под землей, товарищи. Мы по ним топчемся. А
вот сюда, в кошелек, чтобы они поступали, не может. Это создание, значит, добычи драгметаллов. Вы что-то говорили, да? И мою фамилию там почему-то воткнули. Ну и так прикинул, там жена сидела, она меня бочком там это. Ну я так прикинул, ну у нас есть, я как производственник выступаю, поэтому могу и где-то перекосить, отойти, где-то поближе можно сказать. У нас есть товарищ Бугаенко, это сварщик высшей категории, я как производственник. Если это в любом производственном ячейке сварщик это самая главная фигура. Правильно я говорю? Поэтому я вот так прикинул, ну, не все доярки там или канцелярские работники. Есть и такие. Ну и среди нас где-то можно подобрать молодых людей, потому что мы старые, а вот то, что подсказать, организовать, где-то что-то добиться, может быть, я бы сам, если разговор пойдет по хорошему руслу, по серьезному руслу, то вот создать какую-то такую группу можно, я думаю. Только вот устав наш позволяет, не позволяет, я не могу сказать. И вот над этим надо потихоньку работать. И если партийная организация наша финансово не закреплена, создать там отдельный фонд, золотой или как там называют, деньги там, распоряжаться будет секретарь, первый секретарь, только за их подпись на это все, туда-сюда. Ну, думайте. Выступающих, которые указывали на финансовую сторону избирательной кампании. Ну, любой избирательный штаб должен иметь, конечно, собственные средства в виде фонда. И я вот эту поддержку вот этой инициативы вношу лишние свои средства 10 тысяч, чтобы создавать фонд, чтобы был, и который работал на агитацию наших кандидатов. Спасибо. Спасибо, Роман. Пожалуйста, Игорь Сергеевич Бугаенко. Как никогда у нас все соблюдают регламент, даже чрезмерно. Добрый день, уважаемые товарищи. Наверное, было бы неправильно, да? Ну, скорее всего, неправильно, что некоторые товарищи не знают лицо кандидата, который выдвигается в Илтумен. Вот, собственно, я, Бугаенко Игорь Сергеевич. Немножко вкратце биографию расскажу. Родился я 12 октября 1990 года, окончил Жатайский техникум, родился в городе Якутске, окончил Жатайский техникум, после этого работал 13 лет на Жатайском заводе. К сожалению, мои трудовые отношения с ним были расторгнуты в 2020 году. Есть там на это причины, да, скажем так. В 2021 году я окончил Северо-Восточный федеральный университет, теперь я инженер. Вот. Воспитываю дочь. Идем на выборы, конечно же, побеждать, но будет тяжело. Но с общей поддержкой, я думаю, у нас все получится. Мои оппоненты — это 5 кандидатов, конечно, главный единорос — это ректор СВФУ Анатолий Николаев и еще там представители гражданской платформы, ЛДПР, Справедливая Россия, ну то есть все партии представлены. Округ на самом деле большой, в то же время проблемный, там почти 50% жилого фонда это деревянные ветхие аварийные дома. Вот, в принципе, вкратце и так. Завтра заканчиваем составлением программы, выпускаем агитационный материал и с понедельника, вторника уже начинаем его распространять. Поэтому я прошу, если что, в случае поддержать меня, кто-то, может быть, в этом округе проживает, в университетском. Ну вот, все. На этом. Может быть, у товарища есть вопросы какие-то, которые серьезные? Нет уточняющих вопросов кандидату нашему? Пожалуйста, Владимир Яковлевич, пожалуйста. У меня вопрос такой, что партия ЛДПР, Жириновский, который вообще-то везде при любом случае ливнет
коммунистов и обязательно он унизит. Это вообще клоун такой. А вот я бы не советовал вам, но вы, конечно, сам хозяин. Поддержка этого общества принципиально ЛДПРовцам исключила. Пусть они даже и обиделись. Спасибо. Сейчас в Житае или в городе? Вообще я живу в Житае уже 10 лет, но прописка моя городская. Вот в Якутске. Встретимся. Все, спасибо, Виктор Сергеевич. Виктор Николаевич Губарев. Зинаида Леонидовна, пожалуйста. Так, это, наверное, перед выборами последний пленум городского комитета партии. Здесь сидит, если не сметана, то сливки нашей партийной организации. Что я хочу сказать. Сегодня все говорилось правильно. Но среди нас есть молодые, да и здесь есть опытные, но иногда и нам, старикам, хочется немножко как-то на кое-что закрыть глаза, чего не стоило бы. Почему я так говорю? Вот мне сказали, что у меня очень много статей вышло, особенно в этом месяце. Газета «Коммунист», «Забота», «Туймада». Почему я пишу? И почему я сегодня вышла? Товарищи, вот молодой кандидат, впервые выдвигающийся, молодой коммунист, правильно говорит. Нам надо знать, чем дышит наш оппонент. Очень много стало появляться, еще появится газеты всех наших кандидатов. Не наших, а вообще всех кандидатов. ЛДПР, Справедливая Россия и т.д. и т.п. И почему-то некоторые говорят, вот я их не читаю, стало быть, я показываю, что я им противник. Так делать нельзя. Надо читать с карандашом в руках их программы. Надо знать, что они ставят. Где они поперхнулись. В тот раз в выборах они что выдвигали и что не выполнили. Вот это нам надо знать. Вот, например, Григорьев, глава города. Его предвыборной программе было обеспечить бесплатный проезд ветеранам. Сколько он уже работает? Мы, ветераны, ездим так же. Стало быть, он или забыл, или хочет умолчать, чтобы мы забыли. Я как раз в среду ходила на прием к председателю городской думы Евсиковой, и я напомнила, что свои обещания глава не имеет права забывать. Наш Сава Михайлович Анатольевич выдвигал, что он пособие предусмотрит детям войны. И я говорю, с нашей помощью свое обещание выполнили, если бы его победа была. И я очень хочу, чтобы вы читали газеты. Читали не только наши коммунистические газеты, но и газеты наших оппонентов. Наша сила. Информирован, стало быть предупрежден. Я очень хочу, чтобы эта победа была за нами. Вот последняя статья, которая в эти дни выйдет и в нашем коммунисте, вышла уже в газете «Туймада», что нашим кандидатам в городскую Государственную Думу мы должны всецело одобрять их позиции, поддерживать всячески и словом, и делом. Доброе слово – это большое значение имеет. Я очень надеюсь на вашу поддержку наших кандидатов в этой нелегкой борьбе за власть, за нашу власть, за народовластие, за социализм. Спасибо. Спасибо, Зинаида Дмитриевна. Пожалуйста. Евгений Иванович Романов.
Так, Сергей Товарищевич, ну, я уже на дне секретаря озвучил, да, основные наши задачи, 5 направлений. Сейчас их повторю еще раз, может, не все слышали. Значит, вот тут действительно начали с финансов. Ну, финансовая база это очень важна, конечно, для выборной кампании. На ней все держится. Я должен с этого, если с этого начинать, вот мы открыли, значит, избирательный фонд, вот ведомость, значит, Романов, Гоголева, первичка номер 14, Васильев Аян Ильич. И вот десятка Роман Васильевич. Значит, смотрите, ну, я дам 1000, да, Гоголев 500. Первичка 14, пока 5000, но еще Артур Николаевич Алексеев и Власов отдельно внесут. Да? Вот. Васильев Аян Ильич 15, Десяткин Роман Васильевич 10. Ну, они, конечно, имеют возможность, это наши спонсоры, понятно, да? Я, значит, призываю, прежде всего, всех коммунистов, секретарей в том числе, да, внести посильный вклад. И мы действительно поможем нашим кандидатам. Но это реально. Да? Вот. Лозунг действует сразу, да. Хорошо. Потом, значит, надо будет тут расписаться. Так. Виктор Васильевич, 5000, кто больше, да? Так, значит, нет, но мы аукцион не будем устраивать. Но действительно серьезные суммы идут. Так мы действительно создадим очень хороший фонд. 4 других направления. Ну вот Виктор Николаевич сейчас, наверное, выступит, скажет об этом, да? Буквально в ближайшие дни поступит второй уже выпуск газеты «Правды», информационный бюллетень. 70 000. И потом еще один будет, по-моему. Это «Одной правды» у нас там за 100 с лишним. Да? Плюс газета «Коммунист» наша выходит дважды в месяц. Виктор Николаевич, уже районы, вот Кожуров, Степан Егорович меня критикует, что ему не дают в Чурапчу газету «Коммунист». Ну, у нас ее мало. И там главный материал Бугаенко Игоря, да? Я хочу вот оставить частично, для того, чтобы он в своем округе распространил. Ну, надо, может быть, чуть-чуть уже увеличить тираж нашей газеты «Коммунист». Вот. Далее, значит, и, ну, самое главное, газета выйдет, ее распространить надо. Вот вторая задача. Распространение газеты. Конечно, у нас социальные сети сейчас на первый план выходят, говорят так, но без газет мы все равно никуда не денемся. Третье направление, я говорил, это протестная работа. Вот. К сожалению, власть нам закрывает все массовые мероприятия, остаются пикеты. Но пикеты тоже эффективны. Вот уже Дмитрий Фомич сказал там, по-моему, да, уже 2 или 3 пикета, по-моему, провели, да? 3 пикета провели и против вот, нарушения Викутэнерго, и, значит, в защиту Грудинина уже люди выходили. Вот и Бугаенко выходил, и наши кандидаты, кстати, выходили, первыми стояли. Да? Заступин и Бондаренко. Заступина и Бондаренко вот защитим. И вот эти вот наши, конечно, одиночные пикеты тоже свою роль сыграют. Ну, кроме этого, значит, у нас должны принять участие, я вам говорил на дне секретаря, у нас где-то я список составил, 50 ветеранов, которые реально могут выступить либо письменно, либо устно в защиту наших кандидатов. Ну, кто-то уже выступает, но все равно, вот ветеранов. И молодых, где-то я посчитал, там около 30, ну, 20 с лишним человек, сейчас точно не помню, которые могут тоже, ну, вот такие, как, скажем, товарищ Макаров, ну и так далее, вот наш первый секретарь Шарипов и другие, они должны и могут выступить, и уже выступают. Да? И далее, значит, это третье направление, да? Четвертое направление у нас, нет, это уже четвертое я сказал, и пятое остается работа в УИКах, да? Вот с 29 по 19, 29 июля по 19 августа мы пополняем свой резерв и должны закрыть все УИКи, где у нас не было, вот на последних выборах за САУ, значит, Михайлова, у нас где-то на 30 УИКах не было наших представителей. Ну, по разным причинам мы там выбыли, да? Сейчас эти УИКи мы должны закрыть. У нас ответственный Товаров Анатолий Ильич. Я тут уже, люди уже приходят, кое-кого записываем, ну, большей частью наблюдателей. Анатолий Ильич сказал, что у него 40 человек в резерве есть, пока нам вроде бы
для УИКов не надо. Вот из этих 40 он должен заполнить вот, оставшиеся там свободные места. Но работа с наблюдателем, а наблюдатели у нас, вы знаете, у нас 118 участков. Если мы будем 3 дня сидеть, один наблюдатель, да, на участке, мы, как минимум, это один наблюдатель на участке. Это сложная работа. Ну, двоих-то мы, не знаю, может где-то по 2 получится, а так, вообще-то, один наблюдатель хотя бы. Но это 118 человек надо набрать. Часть людей у нас есть еще с прошедших выборов, но все равно, если есть у вас желающие сторонники, родственники и так далее, пусть подходят, мы их записываем, и это будет наш резерв. Так? Вот эти вот 5 основных направлений, я считаю, как говорится, для городской партийной организации самые существенные, и мы их уже начинаем осуществлять. Ну, если сказать про работу в целом республиканского избирательного штаба, тут Виктор Николаевич еще скажет, наверное, да, то регистрация у нас прошла удачно, уже все успешно, да. Вот сейчас, вот на мне, я там, значит, аналитическую информационную работу возглавляю, да. Это вот подготовка баннеров, подготовка плакатов и так далее. Работа очень ответственная, мы ее сейчас, как говорится, уже подходим к моменту, чтобы пора уже, как говорится, запускать производство. Районы ждут, все ждут, значит, ну, тут система еще с договорами возникла, надо договора заключать, так, все на законной основе, чтобы они вывешивали баннеры, там, билборды и, значит, и плакаты будем делать. Ну, А3, может быть, другой еще формат, да, и вот это вот все должно пойти не только в районе, но и в городе. У нас все-таки в городе 1/3 населения республики. На город всегда большая надежда. Если город сработает на хорошую оценку, то, конечно, выборы будут удачны. Но тут уже, наверное, выступали. Одна из главных проблем, вот комиссия приезжала к нам с Иркутска, так, это явка людей, избирателей. Время, вы знаете, очень неудачное, сентябрь, начало сентября. Значит, поэтому люди идут очень плохо. Ну и потом, вы знаете, разочарование в нынешней жизни, особенно молодежь вообще не ходит на выборы. Ее надо как-то привлечь. Вот если, чем больше придут люди, ну как минимум 50% избирателей, да, тем больше у нас шансов. Если придут меньше, шансов меньше. Поэтому работаем на агитацию за именно прийти хотя бы проголосовать. Ну и, конечно, проголосовать именно за наш номер. Пока номер неизвестен, но за нашу партию. Значит, Игоря Бугаенко, ну вот, по-моему, Дмитрий Фаидович об этом сказал, мы его должны поддержать, потому что он наш городской депутат, идет по университетскому округу. Конечно, у него там серьезный противник в лице ректора, но мы Игорю поможем, он поборется, как говорится. И, во всяком случае, получит мощный практический опыт. И, ну, все может быть, да? Хотя, значит, заранее результаты не будем расставлять, поэтому Игорю должна городская партийная организация помочь как можно широко и по всему. Нужно нам отметить, что партийная организация городская, она работает. И то, что мы участвовали в выборах, краткосрочные выборы мэра города Якутска, и более 10 тысяч проголосовало за Савва Анатольевича, а 120 тысяч не пришли голосовать. И партийная организация работает. То, что по поправке в Конституцию в марте месяце прошлого года в городе Якутске проголосовало более 40%. Точно 40, сколько? 42%. Больше. Нет, 47. 47%, почти половина, каждый второй. Это партийная организация, это коммунисты, каждый из вас, ну, самый актив работает. Это большая работа. Первое место в России. Наше население города Якутска и в целом республики более 40%. И сегодня партийная организация на местах, каждый из вас почти каждый день проводит агитационную работу. Но этого недостаточно. Самая главная задача, вот сегодня и на съезде об этом говорилось, насчет выборов, и мы сегодня должны поставить, вовлечь, первое,
вовлечь всю партийную, всех коммунистов в работу. Ну, другого не можно. Другого не дано нам. Вовлечь всех. К сожалению, у нас, если 3 года назад было 380 коммунистов на учете в городе Якутске, сегодня 285. На 100 человек уменьшилось. Задача ставится увеличить, а мы уменьшаемся. Ну, есть, конечно, по возрасту уже, я имею в виду, как-то увеличить. Но многие-то вот в докладе говорил, значит, Дмитрий, что пришлось почистить. Ну, что значит почистить? Значит, где-то мы не доработали. Где-то человека не обращали на него внимание, поручения не давали. Вот так он отошел. Поэтому первая задача, чтобы каждый, ну, у нас, во-первых, горком и бюро, организовать, вовлечь всех коммунистов. Ну, вот у нас лежат сегодня из 285 коммунистов, лежат дома, дай Бог им здоровья, 26 человек. Они просто прикованы в постели. 26 человек. Может быть, еще 50 по состоянию здоровья где-то тоже, наверное, не имеют такой возможности активно участвовать. Ну, 150 коммунистов, это вообще-то могут каждый день работать, каждый день выполнять партийные поручения. Мы вот проанализировали, прочитали протокол отчетно-выборных собраний. И вы знаете, ну, лучше нас знаете, лучше меня знаете, какие вопросы рассматривают. Вопросы рассматриваются об уплате взносов, хотя в уставе написано, каждый коммунист ежемесячно должен платить взнос. О подписке на печать тоже повестка дня, значит, обсуждали и ругали друг друга, ну, замечания делали, кто не выписывал. И в каждом собрании, значит, политическая учеба, а ее нет. Вот во многих собраниях организовать политическую учебу, а у нас ее нет, вообще в городе нет. Вообще нет. Вот пишем и нет. Ну хотя бы тогда, поэтому, ну, изучение документов. И 90% рассматриваемых вопросов на партийных собраниях это улучшение своей деятельности. Только 10% остается где-то обсудить, как по месту жительства, значит, поработать, какие на местах обращаются с вопросами коммунистов, как оживить работу, ну, где-то пробиваться в трудовые коллективы, кто там работает. Но 90% мы воспитываем сами себя. Ну, дальше-то не пойдет, конечно. Но просто это, ну, не по партийному. Вот у нас распространяют газету. Сейчас газету распространяют организованно. У нас 2 коммуниста, которые, не 2 коммуниста, 2 беспартийных. Вот мы платим, значит, за одну газету 1 рубль. Вот 500 распределил, 500 рублей. 2. И сегодня очень много газет, почти где-то 300 экземпляров лежит газет у нас здесь. Как быть тогда? Это конкретное предложение. Мы сейчас можем проводить одиночные пикеты. Там, правда, уже ввели они большие ограничения. Очень четко надо знать, чтобы это, значит, пикеты уже они внесли в норму, чтобы каждый кто проводит пикет одиночный, они не были в поле видимости. Значит, потом еще другие, но это четко надо сейчас, как организовать пикет, чтобы не было никак массовый пикет. Массовый пакет. Вот сегодня сейчас одиночные пикеты пойдет первый секретарь и еще один. Двое пойдет. Ну это что, нормально? Ну 2 пойдут они, значит, проводить пикет. Ну, надо вот в решении записать. Вот сейчас на выборах, 2 месяца осталось, нужно провести, а в дальнейшем ежемесячно нужно проводить пикеты по городу, где участвуют не менее 100 человек. Во всех уголках это можно провести. В пригороде и так далее. А массово так, если выйдем 100 человек, каждый будет раздавать газету, но увидим, действительно, это одиночные пикеты, которые можно и газеты раздать. И, значит, чтобы люди это увидели массово. Но когда в таком городе 360 выходит 2 человека, ну согласитесь со мной.
трудно комментировать такие вещи. Поэтому и каждый сегодня должен для себя, вот особенно у нас распространение, газеты, за каждый номер мы платим почти 30 тысяч рублей, но лежат газеты, вот сейчас посмотрите, они лежат, ну как тогда дальше? Но если мы сами не организуем распространение не только вообще по всему городу, но они лежат, газеты, это, ну не могу ничего я сказать. Тогда какой смысл вообще? Поэтому вот организация работы нашей, мобилизовать всех наших коммунистов, организовать работу. Какой-то, значит, раздавать газеты тоже выходят 2-3 человека. Поэтому я еще раз говорю, если мы не организуем, ну это будет не просто неэффективно, это будет ненормально и неправильно. Следующие вопросы, конечно, это вот ежедневно. То сегодня 3-4-5. Ну, о чем говорить? Мы вопросов, то, что касается коронавируса, мы тоже выступили в газете с материалом по WhatsApp свою позицию. Принудительной вакцинации не должно быть. Но в то же время самое главное, что народ не доверяет этой власти. Столько раз обманывали. Не будем повышать, значит, Путин говорит, пенсионный возраст повысили. Создадим 25 миллионов рабочих мест, не создали абсолютно. То есть народ уже не верит. Не будем участковой больницы сокращать, оптимизацию проводить. Провели оптимизацию, 1000 человек сегодня, сократили все участковые больницы в республике Саха-Якутия. И сегодня продолжают оптимизацию. Вот уже, вот сейчас я вернулся с Солданского района, мы выезжали, Андрей Данилов, Луцик, Елена Александровна, я и там встречались и с активом, там все такие вот городские больницы, вот в Тамоте была самостоятельная больница, ее ликвидируют сегодня, людей практически там сократили, заработную плату уменьшили, ее лишили юридического лица. Скорую помощь в Чульмане сократили, перевели диспетчеров в Нерюнгри. Мы на эту тему тоже, власти не верит сегодня народ. И в вакцинацию тоже не верит, потому что очередной, видимо, обман будет. Поэтому вот эти материалы мы очень, значит, сейчас его нужно активно участвовать в избирательной кампании. Но осталось 48 дней до голосования, каждый день еще меньше становится. Поэтому каждый коммунист, он должен для себя поставить задачу, партийную организацию, что конкретно сделать в избирательную кампанию. Самое главное – информировать население. Тем более, что сейчас мы митинги уже несколько раз давали уведомления, но с 14 по 19 августа будет по всей России Компартия проведет митинг, и мы добьемся, мы проведем митинги. Может быть, даже 3 подряд дадим, значит, заявление. Потому что нет такого распоряжения пункта, и даже глава республики, там распоряжение до 30 августа особый режим продлил, и там есть пункты запретить культурные, спортивные мероприятия, в парках, в парке и так далее. А пункт, который касается митингов, это публичные мероприятия. Закон у нас о публичных мероприятиях. 21 пункт там есть. Общественным объединениям рекомендовать воздержаться от публичных мероприятий. Воздержаться. Это не запрет. Поэтому сегодня мы это обжаловали в прокуратуру. Митинги будем проводить. Будем проводить. Но одиночные пикеты, как я сказал, нужно и массово готовить. И, значит, да мы ежедневно можем проводить эти одиночные пикеты и раздавать. Но 1 месяц, 1-2 раза каждый выйдет, вот это уже массово будет по всему. Поэтому у нас есть и планы хорошие, есть и актив. Но самое главное, это вовлечь всех коммунистов и второе, сторонников нашу партийную работу. Тогда у нас и результаты будут, значит, лучше. А результат какой? Больше поддержка будет населения. Сейчас главная задача убедить население идти на выборы. Убедить.